Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. Для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, сегодня 1 доллар стоит 73 рубля 41 копейку. Евро остановился на отметке 82 рубля 87 копеек. Покупает сегодня американскую валюту по лучшей цене Solid Bank за 73,32. Продает по лучшей цене азиатско-тихоокеанский за 73 рубля 77 копеек. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у Совкомбанка – это 82 рубля 75 копеек. Продает по лучшей цене азиатско-тихоокеанский за 83,22. Алроса пополнила коллекцию крупных алмазов. На трубке «Удачные огорники» нашли 2 алмаза ювелирного качества. Насыщенный ярко-желтый камень весит 31 карат. Алмаз обнаружили 8 декабря. Кристалл формы октаэдра имеет природный скол. Повреждение делит камень пополам. Второй крупный алмаз нашли на следующий день. Алмаз массой 215 карат, 4 сантиметра в длину и ширину. Обломок кристалла формы с природными и механическими сколами. В камне есть дефекты в виде включений и трещин. Кристалл прозрачного цвета с табачно-коричневым оттенком. Эксперты сайта по поиску работы и сотрудников проанализировали резюме и вакансии, открытые в республике в ноябре этого года, и выяснили, как изменилась средняя предлагаемая и ожидаемая заработные платы. По данным за ноябрь, средняя предлагаемая зарплата в Якутии составляет 71,5 тысячи рублей. В свою очередь, средняя ожидаемая заработная плата, то есть то, на что рассчитываются искатели, составляет 58 тысяч рублей. В Великобритании выявили за сутки 1576 новых случаев заражения штаммом коронавируса омикрон. Всего таких случаев зафиксировано 4713. 10 заболевших госпитализированы, 1 из них умер. Более того, британский министр здравоохранения Саджид Джавид отметил феноменальную скорость распространения омикрона. Он также предупредил, что власти не намерены ждать, пока нынешний всплеск заболеваемости приведет к росту числа госпитализаций и летальных исходов. И пообещал стимулировать вакцинацию, в том числе бустерными дозами. Тем временем вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией бессимптомно или не проходившие лечение в медицинских учреждениях, получат ковид-сертификаты при наличии антител. Документ о вакцинации сроком на 6 месяцев будет выдан гражданам, которые сделали прививки препаратами иностранных производителей или вакцинировались спутником ВИ за границей. Я думаю, что в декабре мы его уже полностью с технической готовностью портала госуслуг завершим. По тем гражданам, которые имели положительные ПЦР-тесты, которые сохранились в базе Роспотребнадзора, которые сохранились в информационных системах регионов, этим гражданам мы предлагаем пройти анализ на антитела и вне зависимости от уровня антител, а просто от наличия, есть они или нет, соотносим эти данные на портале госуслуг с данными по ПЦР-тестированию. И если есть антитела и соответствующий ПЦР-тест, то это дает основание оформить гражданину сертификат вакцинированного, но он так называется, хотя там есть данные переболевших и о медотводе появятся. Мы выдаем этот документ сроком действия год с момента фиксации положительного ПЦР-теста. Если у граждан не было положительного ПЦР-теста, то они могут сдать анализ на антитела. И если анализ положительный, то есть антитела есть, сдать эту информацию также в Роспотребнадзор, и Роспотребнадзор передаст это на портал госуслуг. И после этого гражданину будет оформлен сертификат сроком длительности половина года. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство направит почти 22 миллиарда рублей на лечение детей с редкими и тяжелыми заболеваниями. По словам Мишустина, средства будут направлены на приобретение зарегистрированных в России препаратов и на оказание дорогостоящей медицинской помощи, в том числе на закупку незарегистрированных в Российской Федерации лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации. Премьер-министр добавил, что средства будут поступать в созданный по инициативе президента фонд «Круг добра». При участии организации дорогостоящее лечение уже получили более 1000 детей. Начнем с такой важной темы, как поддержка детей с тяжелыми, редкими заболеваниями. Когда ребенку ставят серьезный диагноз, это настоящее испытание для семьи, в том числе и финансовое. Ведь такие болезни требуют
особенного лечения. И правительство принимает меры, чтобы дети получали необходимую помощь. Дорогостоящее лечение уже получили более 1000 детей. Такая практика будет продолжена. Сегодня народные депутаты Якутии собрались на 32-е очередное пленарное заседание. Всего в повестке значится 27 вопросов, которые депутаты планируют рассмотреть в течение дня. Что обсуждают, нам подробнее расскажет Ульяна Шагина. Надежда, добрый день. Действительно, фронт работы депутатов сегодня очень обширный. В течение дня они планируют рассмотреть и внести изменения в различные законы. К примеру, они коснутся установления дополнительных ограничений времени, условий и мест продажи алкогольной продукции. В частности, эти изменения коснутся общепитов региона. Помимо этого, изменения коснутся закона о недрах, предполагающих выведение добычи бивней, мамонтов из тени. Все мы знаем, что 80% добычи костей мамонта сосредоточено именно в нашем регионе. При этом по оценке экспертов, так называемый костеносный потенциал в Якутии добычи костей мамонтов составляет примерно 500 тысяч тонн. Депутаты предполагают внести поправки не только по усилению контроля за добычей, но и установить как административную, так и уголовную ответственность за сбор, транспортировку, а также хранение мамонтовой кости в целях незаконной добычи. Причем закон это должен контролироваться не на региональном уровне, как сейчас, а именно на федеральном уровне. Кроме того, в первом чтении будет рассмотрен экологический кодекс республики. Это совершенно новый документ, предполагающий упорядочить целый пласт различных законов, экологических законов, которые сейчас существуют в нашей республике. Это, на мой взгляд, наиболее интересные изменения, которые сегодня рассматривают депутаты. Более подробнее о них смотрите в вечерних выпусках новостей. Надежда, у меня на этом все. Передаю слово коллегам. Также депутаты поддержали своим голосом поправки в федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В частности, вопрос коснулся введения QR-кодов в общественных местах по всей России. 2/3 якутских парламентариев поддержали поправки, отметив, что QR-коды помогут сохранить безопасность граждан, поддержат бизнес, а также позволят региону быстрее достичь коллективного иммунитета. Из 56 голосов за 43, против 12, воздержался 1. Считаем, что это действительно правильное решение, потому что все-таки процент вакцинированности по всей России достаточно невысокий, да, потому что до коллективного иммунитета 80% мы еще не дотягиваем. Но, в принципе, если взять в целом QR-код, заставляет не только вакцинироваться, да, но и посмотреть, насколько население готово вот к этим моментам противодействия по коронавирусной инфекции. Я как руководитель одной из больших организаций, я за введение QR-кодов, потому что у нас в университете проходит действительно очень много мероприятий. И мы действительно боимся, если вот кто-то болеющий и так далее может зайти в наш университет, да, и получится такая неприятная ситуация. Да. Кроме этого, QR-код – это не ограничение, в первую очередь, да, которые вот наши противники хотят представить, что введение QR-кодов нас чипирует и так далее. Да, и это могут быть ограничения, вы никуда не попадете, станете в магазин попадете и так далее. Да, но законопроект предполагает то, что в первой необходимости магазины, продуктовые, аптеки и так далее, конечно же, попадаете, тем более и медицинские учреждения. С другой стороны, мы, наоборот, делаем вот это вот благо для малого предпринимательства. Я уже в течение 1,5 лет являюсь членом оперативного штаба, и весь прошлый год мы говорили о том, что очень много малых предприятий закрывались, потому что не было ни QR-кодов, ни вакцины и так далее, да, и просто-напросто вот эти предприятия закрывались. Да, потому что и ограничения, и многие не выдерживали, были банкротства и так далее. Но введение QR-кода может им позволить работать. QR-кодами можно заходить в торговые центры,
парикмахерские, в кинотеатры, посещают спортивные мероприятия и так далее. Да, это, наоборот, благо для тех людей, которые себя оберегают свое здоровье. Но, конечно же, люди, которые, ну, как так скажем, антиваксеры, да, которые не вакцинировались, тогда в первую очередь они подвергают опасности свое здоровье и здоровье своих близких. Да, поэтому большинством голосов, почти 2/3 Эльтумяна проголосовало за введение вот такой QR-кода. Я очень рад вот этому событию. Тем временем, по оперативной информации, на утро 14 декабря объем перевозки грузов по инфраструктуре железных дорог Якутии достиг исторического максимума, преодолев отметку в 7 миллионов тонн. Таким образом, за 11 месяцев и 13 дней перевезено 7009 тонн грузов, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вынесен приговор колумбийцу, укравшему якутские бриллианты на 160 миллионов рублей. По версии следствия, подозреваемый участвовал в упаковке ценного багажа. Мужчина был объявлен в международный розыск. Напомним, 15 июля 2018 года подсудимый, находясь на территории выставочного центра «Казанская ярмарка», похитил ювелирные изделия и денежные средства. После этого он скрылся с места совершения преступления на заранее подготовленном автомобиле. Мужчина был заочно арестован российским судом в сентябре 2018 года. Спустя год его задержали в Аргентине. После длительных переговоров Генеральная прокуратура Российской Федерации добилась его экстрадиции. Решением суда колумбиец отправится в колонию общего режима сроком на 5 лет. Уголовное дело в отношении жителя Мегино-Кангаласского района по факту перевозки пассажиров через закрытую переправу направили в суд. По версии следствия, обвиняемый, достоверно зная, что ледовая переправа через реку Лену закрыта, небезопасна для автомобильного проезда и в ходе переправы существует реальная опасность для жизни и здоровья людей, перевез на своем личном автотранспорте за плату 3 пассажиров по маршруту Якутск-Нижнебестях. Ему грозит лишение свободы сроком до 2 лет. Мы переходим к мировым новостям. В Албании сотни гектаров оказались под водой в результате паводков. Проливные дожди стали причиной наводнения, затопленные жилые дома и сельхозугодья. Подробнее расскажет Андрей Санников. В Албании ликвидируют последствия сильных паводков. Непрекращающиеся несколько дней дожди привели к тому, что из берегов вышла река Вьоса. Там, где еще недавно ездили машины и ходили люди, теперь повсюду вода. Передвигаться можно разве что вброд или на лодках. По данным местных изданий, в результате наводнения затоплены десятки домов. Несколько деревень оказались отрезанными от большой земли, и спасателям пришлось эвакуировать местных жителей. В некоторых школах отменили занятия. Фермеры тем временем подсчитывают убытки. В результате паводков погиб домашний скот, а также затопило сельхозугодия. Сейчас уровень воды в пострадавших районах постепенно снижается, и на смену дождям в регион придет похолодание. Защитники животных в секторе Газа пытаются помочь собакам и кошкам с ампутированными конечностями, используя подручные материалы. Официальных центров протезирования для животных в регионе нет. Подробности в сюжете Яны Пашаевой. Сломанные игрушечные машины и детские велосипеды обретают вторую жизнь в секторе Газа, становясь протезами и инвалидными колясками для покалеченных кошек и собак. Местные защитники животных сейчас пытаются помочь 32 питомцам. У нас сейчас 12 собак с ампутированными или парализованными лапами и 20 кошек в таком же состоянии. Одной из пациенток, собаки Люси, которую парализовало после аварии на дороге, соорудили инвалидную коляску из колес детского велосипеда. Их прикрепили к шлейке с помощью металлической конструкции. Котам нужны колеса поменьше. В ход идут детали от игрушечной машинки, рассказали сотрудники приюта для животных в Газе. Учреждение существует за счет пожертвований, в том числе от благотворительных организаций из Британии и Австралии. В Газе нет центров протезирования для животных. Медицинские учреждения крайне загружены и производят искусственные части тела только для людей. В секторе Газа насчитывается больше 1500 человек с ампутированными конечностями. Среди них те, кто пострадал в столкновениях с израильскими военными. По словам зоозащитников, в ходе вооруженных конфликтов люди ранят и животных. Сотрудники приюта рассчитывают, что им удастся превратить их учреждение в центр протезирования для питомцев со всего сектора Газа. Джон Эванс из английского графства Дербишир – человек не очень здоровый, но весьма сильный. На его счету множество рекордов, связанных с балансировкой, различными тяжелыми предметами на голове. Детали узнавал Сергей Берец.
Облачившись в костюм Санта-Клауса, житель города Иклстон из английского графства Дербишир балансирует большущей дымовой трубой, установив ее на собственную голову. На его счету почти 100 рекордов по балансировке. Прежде он упражнялся с кирпичами, бочками, ящиками с полными молочными и пивными бутылками. Меня зовут Джон Эванс, мне 74 года. У меня один глаз, второй искусственный. У меня диабет, астма и ангина. Но при всем при этом на моем счету 97 мировых рекордов. Талант удерживать тяжести в равновесии Эванс обнаружил у себя еще подростком, когда работал на стройке и носил на голове поддоны с кирпичами по 24 штуки за раз. При этом взбирался по приставной лестнице. Позже проделывал трюки с холодильниками, бетономешалками и, наконец, с культовым британским автомобилем. С мини я объехал весь мир, выступал в Голливуде, в Китае, Париже, где я только не был. В Париже я удерживал его на голове 20 секунд и попал в книгу рекордов Гиннесса. Если бы что-то пошло не так, он бы меня убил. 100-й рекорд Эванс планирует установить к своему 75-летию в марте будущего года. Он не просто развлекается с тяжестями, а делает это в благотворительных целях, на которые собрал уже 250 тысяч фунтов. Представительница Индии завоевала титул «Мисс Вселенная», который завершился в Эйлате. В связи с появлением штамма омикрон въезд в Израиль был ограничен, поэтому члены семьи победительницы не смогли приехать на конкурс. Подробности далее. Харнаас Сандху завоевала корону «Мисс Вселенной» на 70-м по счету подобном конкурсе. Он состоялся в израильском порту Эйлат на побережье Красного моря. Индийская красавица опередила ближайших соперниц из Южной Африки и Парагвая и приняла эстафету от мексиканки Андреа Меса. Из-за появления нового штамма коронавируса, известного как омикрон, Израиль в очередной раз ввел ограничения на въезд из-за рубежа. Конкурсанткам пришлось выдержать карантин, но в то же время они получили возможность совершить поездки по стране и посетить святые места. Сандху призвала всех людей в мире вакцинироваться, чтобы границы могли оставаться открытыми. Она выразила поддержку женщинам, страдающим от домашнего насилия, пыток и всего дурного, что только может случиться с ними. По словам «Мисс Вселенной», каждая женщина может взять свою судьбу в собственные руки. В конкурсе приняли участие 80 претенденток. По санитарным соображениям, зал, рассчитанный на 4000 зрителей, был заполнен только наполовину. Прямая трансляция завершилась в 5 часов утра по местному времени в понедельник, чтобы конкурс могли посмотреть в прайм-тайм зрители в Северной, Центральной и Южной Америке. Аудитория в 172 странах составила 600 миллионов человек. Министерство туризма Израиля назвало мероприятие большой победой для отрасли путешествий и лучшей рекламой для страны. Ну а якутская «Заря» одержала победу над саратовской «Волгой» в матче перенесенного 7-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Встреча прошла в Троицке и завершилась со счетом 4-3. В составе якутян по дублю оформили Дмитрий Матицын и Сергей Сергеев. У проигравших отличились Кирилл Докучаев, Андрей Сырцов и Кирилл Ермаков. Благодаря этой победе «Заря» поднялась с 6-го на 8-е место в турнирной таблице западного дивизиона. В активе команды 18 очков после 12 туров. В следующем матче якутские футболисты сойдутся с нижегородским «Норманом». Встреча пройдет 17 декабря. Что общего у произведений Шекспира и игры в баскетбол? Ответ на вопрос знали организаторы фестиваля «Настроение». В Мирном они организовали первый в мире баскетбольный мюзикл по мотивам «Ромео и Джульетта». Команды спортсменов оказались кланами Монтеки и Капулетти. Их сражение прошло во дворце спорта «Кимберлит». Анна Винокурова внимательно наблюдала за происходящим. Супер, вижу вас! Ого-го! Ага, как будто считаем кого-то. Так. Здесь каждый может почувствовать себя звездой. И зрители, которых время от времени показывают на большом экране, и спортсмены алмазного региона, которых пришли поддержать несколько сотен человек. На привычных баскетбольных матчах в перерывах танцуют чирлидеры, а в Кимберлите показывают мюзикл. Вражда двух баскетбольных домов, накал спортивной борьбы, интриги и все это на языке комиксов. Основной темой баскетбольного мюзикла стало противостояние семейств Монтеки и Капулетти из «Ромео и Джульетты».
На паркете семью Капулетти представили баскетболисты Мирного, а Монтеки – сборная Удачного и Айхала. Впервые баскетбольный мюзикл «Ромео и Джульетта» прошел в День Святого Валентина на матче всех звезд Единой лиги ВТБ. Сначала появился комикс, далее организаторы анимировали его, написали музыку. Режиссеру пришлось прочитать Шекспира в 6 переводах и создать свой 7-й. Для меня, как для режиссера, когда я ехал, было очень страшно. Мы думали, а вдруг самодеятельность. Все очень откликнулись профессионально. Люди репетировали около месяца и очень старались. И мы до последнего занимались именно тем, что репетировали, чтобы улучшали, чтобы все было здорово. Все получилось. Непростым получился баскетбольный матч. Команда Айхала и Удачного раньше встречалась только в качестве соперников. В субботу же они играли в одной команде против игроков из Мирного. Счет открыл игрок команды Монтеки, но мирнинцы Капулетти быстро реабилитировались. Главной звездой матча стал Мичил Лукавин. Студент Мирнинского политеха попал в корзину соперников более 20 раз. Ему и вручили награду самого ценного игрока. Игру парень сравнил с тренировкой. Я старался, чтобы быть самым лучшим. И все, достиг своего. Хорошо провел время, повеселился, поиграл, попрыгал, как на тренировке. В итоге со счетом 79-34 победу одержала команда Капулетти, сборная Мирного. Баскетболисты Удачного и Айхала сразу поняли, в чем причина поражения. Была несогласованность действий, плюс немного непривычный формат. Поэтому все сложилось. Для фестиваля настроения такое начало в новинку. А всю предстоящую неделю в Мирном, Айхале и Удачном пройдут спортивные мастер-классы и открытые уроки от именитых спортсменов. Анна Винокурова, Кирилл Шолохов, Артур Голиков, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Человеком года по версии журнала «Тайм» стал американский предприниматель Илон Маск. Как отмечает издание, его состояние, которое оценивается более чем в 274 миллиарда долларов, делает Маска самым богатым человеком в мире. По словам его друзей, он способен принимать необычные решения для выхода из сложных ситуаций. В итоге это позволило его компании SpaceX обогнать Boeing и других в борьбе за космическое будущее Америки. Стоит отметить, что на звание «Человек года» по версии «Тайм» претендовало 54 кандидата. Политики, в том числе главы государств, бизнесмены, общественные деятели, артисты и спортсмены. Впервые оно было присвоено в 1927 году. Его удостоился американский летчик Чарльз Линдберг, который в одиночку пересек Атлантический океан. С тех пор фото победителя размещают на обложке декабрьского номера журнала. Некоммерческие организации Якутии за 2 года получили гранты главы республики на сумму более 160 миллионов рублей. Деньги пошли на реализацию 123 социально ориентированных проектов. В этом году на конкурс подано 424 заявки от 341 организации, что на 40% больше, чем в предыдущем году. Заявки поступили от 29 муниципальных районов и 2 городских округов. По результатам экспертизы поддержку получили 80 проектов на сумму более 101 миллиона рублей. То есть поддержан каждый 5-й проект. А резиденты технопарка «Якутия» в преддверии Нового года отправили для детей Булунского района новогодние подарки. Упаковку этих подарков создали сами резиденты технопарка. Она с виду обычная, но не простая, а инновационная. Путем наведения камеры смартфона здесь можно будет запустить игру с символом предстоящего года. Подарки для юных северян отправили обычным рейсом по маршруту Якутск-Тикси-Якутск, который выполняется еженедельно из аэропорта Якутск. Там их встретит администрация района. Далее они доведут их до адресатов. Всего было отправлено 140 подарков. Я один из разработчиков подарка. Все мы делали сами, дизайн. Здесь присутствует игра через маску в Инстаграме. Это тигренок Аял. Наша цель – передать через подарок историю о тигренке. То есть сама ценность подарка еще в том, что это история о нем. Вот. И здесь вот есть игра, где можно посмотреть, что это за тигренок. Он там делает шоколад из снега. Вот. Мы возлагаем надежды, что подарок детям понравится, потому что он необычный, он интересный, у него есть символ, своя история. Вот. И вот такие наши надежды.
Артисты Мирнинского театра снова устроят многоквартирник. На этот раз новогодний показ пройдет 25 декабря и 6 января. В октябре этого года актеры удивили зрителей новым форматом. Многоквартирник показывали несколько раз, кресла в зале не пустовали. Сейчас актеры репетируют обновленную постановку. Напомним, театралы в возрасте от 14 до 23 лет могут приобрести билеты по Пушкинской карте. Новогодний многоквартирник – это такое мультижанровое событие. Это и шоу, и концерт, и спектакль, и просто праздник. Будет съемка кино прямо во время спектакля, много песен, и зрители снова станут участниками шоу, участниками такой масштабной репетиции Нового года. Все будет заряжено на ощущение чуда и праздника. А для дрессировщиков и сотрудников Государственного цирка Якутии сейчас горячая пора. Несмотря на ограничения, цирк готовится к новогодним представлениям. Для зрителей цирк – это праздничная феерия, смех и восторг. Для артистов – ежедневная кропотливая работа. На репетиции английских чистокровных скакунов побывала Ирина Григорьева. Рабочий день цирка начинается в 7 часов утра. В это время дрессировщики и ассистенты отправляются к своим животным. Каждое утро Михаил подготавливает лошадей. Огромные глаза, бахрома ресниц и непростой характер. Английский чистокровный скакун Айхал самый старший, ему 15 лет. С удовольствием проходит утренние процедуры, ведь он получит любимое лакомство – вкусную морковку. Репетиция начинается с чистки копыт, лошадей и гривы. И мойки лошадей. Сегодня, впрочем, как и обычно, на манеже цокот копыт. Чистокровные скаковые, как на подбор. Статные, с блестящими гривами, горцуют по кругу. Кажется, вот-вот у них вырастут крылья. Английские скакуны Айхал, Нафаня, Тор и Бомбардир шагом, рысью и галопом оттачивают свою технику. В цирке, как и в спорте, ни дня без тренировок, особенно в пандемию. Дрессировщики отмечают, перед каждой репетицией лошадь нужно хорошо погонять, она должна хорошо пробежаться, размять свои мышцы. И каждое животное, кстати, участвует в разных номерах, поэтому дрессировщик работает с каждым по отдельности. Тренировка лошадей занимает очень много времени, отмечает опытный дрессировщик Мария Катакова. А у него их 6. 4 скакуна, якутская лошадь и 1 пони. А после обеда она дрессирует собак, хасок и маламутов. Репетиция идет в бешеном темпе, но опытный дрессировщик полностью управляет скакунами. От синхронности лошадей зависит не только красота трюка, но и безопасность. Очень любят общение, сам факт движения для лошадей – это очень важно. Поэтому у них веселое новогоднее настроение. Выступать они полностью готовы, поэтому сейчас мы только оттачиваем свои навыки. Талантливые скакуны вместе выполняют сложнейшие трюки с красивыми названиями «балансе», «пассаж». И у каждого свой особый характер. Привезенный из Канады Тор уверенный и сильный, Бомбардир харизматичен, но пассивен, скакун Нафаня боязлив, но старателен, а горцующий пони может легко встать на дыбы и кого-нибудь укусить за гриву. Но благодаря опыту дрессировщика горделивые красавцы с улыбкой горцуют по манежу. В первую очередь моя задача – это объяснить лошади вообще, в принципе, чего я хочу от них. Начинаем с буквы А, как говорится, с начала алфавита, а потом заканчиваем буквой Я. Но если лошадь понимает, что я от нее хочу, она это делает с удовольствием и довольно-таки стабильно и с большой отдачей. Сейчас все артисты цирка в ожидании новогодних спектаклей. Кресла-портеры уже давно ждут своих зрителей. На Новый год мы готовим увлекательное новое представление с разными животными, с лошадьми, с собаками, с маламутами, с оленями. То есть, новое шоу будет довольно-таки грандиозным, скажем так. Дрессировщик Мария отмечает, лошади – социальные животные, и поэтому они скучают по аплодисментам, смеху и музыке. Чтобы им было не так обидно, по утрам, когда проходят репетиции, у манежа собираются сотрудники цирка и аплодируют четвероногим артистам. Ирина Григорьева, Григорий Николаев, Якутск. Сегодня, 14 декабря, в России отмечается День башкирского языка. О том, какие знаменательные события произошли в этот день в истории, узнаем из рубрики «Даты и события».
На календаре 14 декабря. Сегодня отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, День обезьян и День бесплатной доставки. По народному календарю в этот день почитают память пророка Наума. В старину к этому дню завершалась сельскохозяйственная работа, и детей отправляли на учебу. По традиции, первое знакомство с учителем начиналось с 3 ударов розгами. После этого ученики приветствовали своих наставников 3 поклонами. Матери расплачивались с учителями за их работу курами, яйцами и другими продуктами. Считалось, что если в этот день переливаются звезды на ночном небе, то скоро будет вьюга. В этот день в Москве на Красной площади торжественно открыты верхние торговые ряды. Ныне торговый комплекс ГУМ. Состоялось опубликование учения Макса Планка о квантовой механике. Экспедиция Руоля Амундсена впервые достигла Южного полюса. Постановлением Политбюро ЦК ВКП утвержден государственный гимн СССР. Председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин подписал постановление о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары. Третья советская антарктическая экспедиция впервые достигла полюса недоступности Антарктиды и основала там временную станцию «Полюс недоступности». Начала вещание российская музыкальная FM-радиостанция «Наше радио». Во Франции открыт виадук Мийо – самый высокий мост в мире. В этот день родились Нострадамус – французский врач, ученый и предсказатель. Зинаида Волконская – русская княгиня, писательница и поэтесса. Николай Щербина – русский поэт. Георг VI – король Великобритании. Николай Басов – советский физик, академик, нобелевский лауреат. Радж Капур – индийский актер, кинорежиссер, продюсер и сценарист. Именины в этот день отмечают Дмитрий и Антон. В завершении выпуска расскажем о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня минус 34, ближе к ночи ожидается минус 38, порывы ветра достигнут 6 метров в секунду. В Нерюнгри сегодня минус 32, давление составляет 695 миллиметров ртутного столба. Ближайшей ночью температура воздуха составит минус 38 градусов. В Ленске сегодня минус 30, к ночи температура воздуха составит минус 36 градусов, ветер до 6 метров в секунду. В Мирном минус 42, ночью ожидается уже минус 44, давление составляет 740 миллиметров ртутного столба. И в столице республики сегодня днем минус 34 градуса, ближайшей ночью столбики термометров опустятся до минус 36, ветер от 3 до 4 метров в секунду. Давление составляет 752 миллиметра ртутного столба. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.